Три дорожно-транспортныя здарэнні толькі за мінулыя выхадныя дні адбыліся на тэрыторыі Брэсцкай вобласці. Загінуў велосипедист. Два чалавекі атрымалі раненні рознай ступені цяжкасці. По предварительной информации, 44-летний житель города Пинска, управляя автомобилем марки BMW, двигаясь на 66-м километре автодороги Р6, при встречном разъезде совершил наезд на движущегося на велосипеде по краю проезжей части в попутном направлении 58-летнего мужчину, жителя агрогородка Логишин Пинского района. В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист скончался на месте ДТП. 7 пожаров зарегистрировали супрацовники МНС. Пошкоджено 7 побудов. Сгорев один автомобиль. Примечательный случай произошел в городе Бресте, на улице Советских пограничников. В двухэтажном здании жилом на втором этаже произошел пожар после часа ночи. В результате пожара некоторым жильцам удалось эвакуироваться самостоятельно, но некоторых при помощи прибывших подразделений МЧС пришлось эвакуировать. Остальные жильцы покинули свои квартиры самостоятельно. Причина пожаров устанавливается, погибших, слава богу, нет. Усяго з пачатку года в области адбылося 429 пожаров, у якіх ахвярамі агню стали 33 чалавекі. Найбольшая колькасць злачынстваў за мінулыя выхадныя зафіксавана па лініі крымінальнага вышугу – 14, усяго 18. У Ганцавіцкім раёне супрацоўнікамі міліцыі раскрыты крадзеж залатых вырабаў. В Ганцевичский РОВД обратилась 38-летняя жительница деревни Локтыши, которая сообщила, что из дома при неизвестных обстоятельствах пропали 12 золотых изделий, обручальное кольцо, перстень и 10 золотых зубных коронок. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Местонахождение похищенного установлено, подозреваемый задержан. Супрацоўнікамі брэсцкай мытні выявлена 114 адміністрацыйных правапарушэнняў на мяжы. В ведомственном пункте таможенного оформления города Пинска сотрудники Брестской таможни изъяли около 2000 литров и свыше 6 тонн различных органоминеральных удобрений, предназначенных для роста и развития растений. Установлено, что данный товар был ввезен из Литвы на территорию Евразийского экономического союза и незаконно использовался в нарушении исключительного права субъектом хозяйствования на товарный знак.